В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Жалить как пчела. Мы знаем, сколько у вас дел, несмотря на это, все равно вы уделяете нам время, сами здесь болеете за нас. Рамзан Кадыров побывал на грандиозном вечере профессионального бокса «Время легенд-8». Превосходная техника боев и отточенное мастерство, эмоции болельщиков и непредсказуемые финалы. А счастье только знающим дано. Наша Академия наук известна не только в Российской Федерации, но и за ее пределами, а научные труды наших ученых печатаются в ведущих научных изданиях России и мира. В Грозном состоялось торжественное мероприятие по случаю юбилея Академии наук. Какие они итоги 30-летних научных изысканий? Покоренные сердца. Зритель никак не отпускал наших актеров. И после фойе ко мне подходили люди. В Абхазии проходят Дни культуры Чеченской Республики. Расскажем о великолепной программе, наполненной разнообразием номеров. В Грозном на грандиозный вечер профессионального бокса «Время легенд-8» под сводами Колизея собрались любители спорта. Присутствовал на турнире и Рамзан Кадыров вместе с внуками первого президента Чеченской Республики. Во всех 9 поединках выступили воспитанники легендарного клуба «Ахмат». Адам Магомедов следил за триумфами. Каждый выход спортсменов вызывает большой восторг у фанатов. Вечер профессионального бокса «Время легенд-8» посетили не только многочисленные зрители, но и Рамзан Кадыров вместе с внуками первого президента Чеченской Республики и соратниками. В рамках турнира состоялось 9 поединков, в каждом из которых выступали воспитанники спортивного клуба «Ахмат». Бойцы продемонстрировали высокий уровень мастерства. Зрители искренне болеют за своих кумиров и стараются поддерживать. Особенно волнительными оказались главные поединки вечера. Главный бой сегодняшнего вечера Шамиль Хатаев против Лукаса Ндафалумбы обещает быть очень зрелищным, поскольку оба спортсмена находятся в очень хорошей форме. У чеченского боксера 9 побед в последних 9 поединках, а у африканского 6 побед и 3 поражения. Да, понятно, что есть небольшое преимущество, однако все не так просто, неоднозначно, поскольку в большом боксе все может быть. Поединок завершился победой представителя Чеченской Республики. Впрочем, как и все остальные, спортсмены благодарят Рамзана Кадырова за то, что он оказывает постоянное внимание и искренне поддерживает их. Приветствую, Рамзан Ахматович. Спасибо, что вы здесь. Мы знаем, сколько у вас дел, несмотря на это, все равно вы уделяете нам время, сами здесь болеете за нас. Большое спасибо. Глава региона поздравил бойцов с триумфальными победами. Вечер закончился совместным празднованием и фотографиями. Адам Магомедов, шейх Мансур Умалатов, Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. Компьютеры, аппараты УЗИ, рентгена, биохимические и гематологические анализаторы. И это небольшая часть оборудования, которым дооснащена Шалинская центральная районная больница. Вместе с тем, в скором времени заработают новые отделения для муниципалитета. Там проходит реконструкция, и это только маленькая часть изменений. А вот как она идет, проинспектировала заместитель руководителя секретариата главы республики, куратор сферы здравоохранения Хутмат Кадырова. Репортаж Медины Мударовой. С недавних пор заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова является и куратором сферы здравоохранения. Это неудивительно, ведь за последний год она претерпела множество позитивных изменений при ее участии. Одним из объектов инспекции Хутмата Рамзановна стала Центральная районная больница города Шали. Вместе с министром здравоохранения Чеченской Республики Сулейманом Ларсановым они осмотрели новый 4-й корпус. Сюда перенесли приемное и хирургическое отделение, медицинскую реабилитацию, анестезиологию, реанимацию, травматологию и урологию. По всей республике в каждой палате реанимации
имеются камеры со звуковыми сигналами. И все эти камеры выходят в единый диспетчерский центр республиканской больницы, отделение анестезиологии и реанимации, и мониторинг. И ежесуточно там дежурит врач-реаниматолог, и он мониторирует по камерам, там, Шалинская ЦРБ, Урсмартан, любой ЦРБ, АИЧа, палаты, то есть больной, хош будет, бати, даже приблизительно параметры мониторинга, чей состояние, выше, в любой момент телефон Реконструкция корпуса скорой медицинской помощи началась в конце ноября прошлого года. В здании есть 2 операционных и 3 реанимационных зала, в каждом по 2 и 3 койки. В больницу также поступило 20 видов нового оборудования. Это УЗИ, рентгенаппараты и другое, а также мебель. Все необходимое закуплено региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Это универсальный микроскоп на стеклышке гемоглобин УМА-H. Парагематологический анализатор, загружается кассета уже с кровью, и уже он сам выдает готовый анализ, общий анализ крови. Это биохимический анализатор, универсальный, практически все виды обследования он выполняет. Это функции печени, почек. Ранее 4-й корпус практически не функционировал. В нем работало только детское отделение. До ремонта подходящих условий не было. Уже в ближайшее время обновленное здание начнет снова принимать пациентов. А когда вы делаете открытие? В ближайшее время, на следующей неделе мы уже будем готовы. Уже полностью. Сейчас вот эти трубы заводятся чуахтл, Белкштина. Здесь никогда в родильном отделении кислорода не было. Даже на территории больницы кислорода не было. Вон стоит, поставили Рамзан Ахматович, кислородной станции на 450 литров. За последние 2-3 месяца в Чеченской Республике это уже 3-е новое отделение скорой помощи. Благодаря изменениям жителям смогут оказывать экстренную и плановую помощь. Рамзан Ахматовича, Хутмат Рамзановна, медицина, являемся с вами свидетелями, как у нас активно сейчас развивается здравоохранение. Это все с подачи Рамзана Ахматовича. Открывается все новое, но вот в Урсмартане мы открыли республиканская больница, универсальное отделение, экстренной скорой помощи, Emergency. На Северном Кавказе мы первые открыли. Помимо 4-го корпуса, изменения коснулись и другого здания. В целях оптимизации детский корпус переведен в отремонтированный этаж родильного дома. Он организован по качественным стандартам оказания помощи маленьким пациентам. Отделение перенесли на 3-й этаж в декабре прошлого года. Оно рассчитано на 40 коек, 10 в неврологии и 30 в педиатрии. На сегодняшний день там проходит лечение 36 пациентов. Это отделение у нас соответствует всем стандартам оснащения педиатрического отделения. Здесь все палаты, процедурные кабинеты, ординаторская, все вот расположено именно согласно стандартам оснащения педиатрического соматического отделения. Под чутким руководством Хутмата Кадырова реабилитационные центры республики вышли на новый уровень за последний год. Качество оказания реабилитационной помощи по всем основным направлениям заметно выросло и продолжает расти с каждым днем. Медина Мударова, Хусейн Муртаханов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Академия наук Чеченской Республики торжественно отметила 30-летний юбилей. Ее первые шаги пришлись на годы лихолетия, и, несмотря на все трагические события тех лет, выстояла и продолжает активно двигать науку вперед. Сегодня наши ученые являются примером для подражания. Турпал Али Тайсумов о научных изысканиях. В 1992 году в субъекте была основана собственная Академия наук. С тех пор данное ведомство выпустило не одно поколение специалистов, и каждое из них в свое время внесло частичку пользы для общества. Поздравить сотрудников Академии пришло множество официальных лиц, руководителей министерств, а также гости из других регионов России. Ну а словами приветствия торжество открыл заслуженный деятель наук региона Шахрудин Гапуров. В своей речи он отметил роль первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова в становлении Академии в непростое время. Он с глубоким уважением относился к науке, особенно ученым, стремился практически любое пожелание ученых выполнить.
Президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров подчеркнул большую роль главы региона Рамзана Кадырова в развитии этого важного во всех смыслах направления. Благодаря Рамзану Кадырову мы узнали очень многие аспекты Кавказской войны, потому что его вдохновение, его наитие не имеет равных. Его историческое предназначение в том числе и в том, чтобы показать чеченскому народу его подлинную историю. А мы лишь его исполнители. В свою очередь, председатель правительства Чеченской Республики Муслим Кучиев зачитал приветственный адрес руководителя региона Рамзана Кадырова. Наш первый президент России Ахмад Хаджи Кадыров говорил: мы будем возрождать и строить нашу республику через спорт, образование и науку. Ахмад Хаджи, будучи ученым человеком, всегда высоко ценил науку и знания. В самые тяжелые времена он начал с возрождения Академии наук Чеченской Республики. Ахмад Хаджи понимал, что без развития науки невозможно двигаться в будущем. Он с огромным уважением относился к ученым и был со многими лично знаком. Чеченский народ богат научными деятелями и просветителями. Сегодня мы можем с гордостью вспомнить Саламбека Наимовича Хаджиева, ученого-химика, удостоенного орденом Трудового Красного Знамени, Каты Зайдиновича Чакаева, доктор филологических наук, который принимал участие в создании Академии наук Чеченской Республики, Шарфудина Бачуевича Ахмадова, доктора исторических наук, который внес огромный вклад в изучение средневековой истории народов Северного Кавказа, а также многих других. Они все являются достойным примером для каждого, кто хочет работать и развивать науку нашей республики. У нас большие успехи в изучении истории, этнологии и чеченской филологии. Наша Академия наук известна не только в Российской Федерации, но и за ее пределами, а научные труды наших ученых печатаются в ведущих научных изданиях России и мира. Я поздравляю коллектив Академии наук Чеченской Республики с 30-летним юбилеем, желая новых научных достижений на благо чеченской и российской науки. С уважением, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. От себя премьер-министр также пожелал множества теплых результатов всем коллегам и сотрудникам Академии наук страны. Конечно же, отдельно хочу поздравить почетного академика главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Академия наук, как было отмечено, за прошедшие годы не только достойно пережила все трудности, постоянно наращивая и сохраняя свое главное предназначение, но и заняла одно из ведущих мест среди научных коллективов Северного Кавказа. Желаю вам в этот день творческих сил, научных успехов, крепкого здоровья и благополучия. Также отдельно хочу поблагодарить наших гостей, которые своим присутствием украсили наше сегодняшнее мероприятие. Здесь же указом главы региона Джамбулат Умаров был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Чеченской Республики» за заслуги и вклад в развитие этого направления. Умару Джамбулату Вахидовичу, кандидату политических наук, президенту Академии наук Чеченской Республики. Местные работники сферы Академии также получили от имени Рамзана Кадырова медали за заслуги перед Чеченской Республикой, почетные знаки за трудовое отличие, почетные грамоты и благодарственные письма. Зарган Акаева признается, что считает сегодняшний день одним из счастливых, ведь в данном направлении она трудится уже более 20 лет. Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров потратил свое бесценное время, чтобы уделить нам внимание. Ларме мехда Академии Тяргоерна и что то Биргалдахарна. От имени Российской Академии наук также пришли искренние слова поздравления. Не остались в стороне и представители аналогичных академий из соседних республик. Здесь даже присутствовали делегации из таких мест, как далекая и холодная Якутия. Это верный знак большого уважения и почитания коллег по общему благому делу. Мероприятие украсили хоровые капеллы и танцевальные номера, зарядившие зрителей прекрасным настроением. Турпал Алита Исумов, Сайтымин Мусаев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. В Нажаюртовском районе состоялась торжественная церемония присвоения школе селения Галайты имени погибшего сотрудника ОМОН Ахмат Грозный. Погибшему при исполнении служебного долга майору полиции Имрану Ильясову установили мемориальную доску на фасаде учреждения, где он учился. В мероприятии принял участие руководящий и личный состав подразделения, родственники, преподаватели и учащиеся школы, почетный караул, а также оркестр Грозненского соединения Росгвардии. Присутствующие выразили соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что он является гордостью, примером отваги, мужества и героизма.
Ukraina. Laqalarni istedatinaho Ahmad Ali Niyaha, Dugjumoshtin Ara Vela, Lil Shuiza, Ojal Delayo, Ojal Ansasuriata, Milk Baniti, Wadakala di Shtoya, Balde Alwell, Webelashi, Welazin Chandal Marshall Duel. На сцене Сухумского театра представили спектакль «Белла» по мотивам романа Лермонтова «Герои нашего времени». Он ставит перед зрителями важнейшие философские вопросы о смысле жизни. Постановка прошла в рамках Дней чеченской культуры в Абхазии. Мадина Кураева продолжит. Спектакль «Белла» в Театре драмы имени Фазиля Искандера открыл Дни чеченской культуры в Абхазии. Для всех участников мероприятия это отличная возможность познакомиться с обычаями и традициями народа. Зал полностью заполнен. Перед началом было зачитано приветственное письмо Рамзана Кадырова. Сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием Дней чеченской культуры в Республике Абхазия. Народы Чеченской Республики и Республики Абхазия на протяжении сотен лет и по сегодняшний день сохранили свои жизненные уклады. Культурное сотрудничество еще больше поможет укрепить доверие и основу для экономического и политического взаимодействия. Желаю всем жителям Республики Абхазия мира и благополучия. С уважением, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Первый заместитель министра культуры Марит Байсарова зачитала приветственный адрес руководителя ведомства Айшат Кадыровой. Не так давно родилась добрая традиция устраивать Дни культуры народов. Сегодня мы рады быть здесь, на гостеприимной земле Братской Республики Абхазия. Язык культуры понятен любому человеку в любой точке мира. И все дни чеченской культуры мы разговариваем и рассказываем о своей республике именно на этом языке. Между нашими народами еще сотни лет назад сложились дружеские и деловые отношения. Нас многое объединяет. Мы хотим развивать и укреплять наши дружеские отношения и взаимоуважение, узнавая друг друга лучше, изучая особенности становления и историю наших республик. От души желаю братскому народу Абхазии и всем, кто принимает участие в мероприятии Дней чеченской культуры, мира и процветания. Большую значимость события отметил министр культуры Республики Абхазия Даур Кове, отметив, что для региона подобное мероприятие является очень знаковым событием. Мы его давно ждали, и сегодня, пользуясь этой приятной возможностью, я хочу поблагодарить свою коллегу, уважаемую Айшат Рамзановну Кадырову, за ее видение и за ее вклад в дело развития наших и углубления наших двусторонних отношений между нашими братскими народами. Занавес раскрыт, актеры на сцене. Знаменитую постановку Юрия Еремина, написанную по мотивам романа Лермонтова «Герой нашего времени», начали воплощать в жизнь. История рассказывает о мужестве, гордости, чести, а также ставящей перед зрителями важные вопросы о смысле жизни. Вы хотите доказательств? Хорошо. Я предлагаю на себе испробовать. Может ли человек сам располагать своей жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута смерти? Зрители остались в полном восторге от постановки, которая продлилась больше часа. Здесь народ очень гостеприимный, дружелюбный. Только что прошел спектакль «Белла», и после спектакля мы видели, как зритель гостеприимно и радушно встретил наших актеров. Мы буквально пару минут стояли и аплодировали стоя. Зритель никак не отпускал наших актеров. И после фойе ко мне подходили люди, подошла женщина. Она была вся заплаканная, благодарила нас за такой спектакль, за такое мастерство, и мне было очень приятно. Министерство культуры Абхазии нас очень поддержало, прием был очень теплый, все вопросы решались на уровне руководства. Была колоссальная поддержка со стороны министерства и со стороны руководства, за что мы им благодарны. Надеемся, что мы будем тесно сотрудничать с Республикой Абхазия, и мы, естественно, ждем их на нашей гостеприимной чеченской земле. Мне очень понравилось данное выступление, но было просто сногсшибательным, и я даже не знаю, как передать эмоции, все, что я чувствовала во время просмотра. Что больше всего понравилось, зацепило? Больше всего танец Беллы. На этом выступления не закончились. Для абхазских зрителей выступили и артисты Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова и ансамбля «Войнах», которые подарили присутствующим море ярких эмоций и впечатлений. Мадина Кураева, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская республика.
Продолжение Дней чеченской культуры пришлось на 30-ю годовщину мартовской наступательной операции в Отечественной войне. Этому посвятили вечер спектакля «Гумистинская баллада», который поставили на сцене Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба. Мероприятие посетила делегация Министерства культуры региона. Зрители остались под большим впечатлением от постановок, декораций и игры актеров. После для делегации организовали экскурсию в Новоафонскую пещеру, одна из самых крупных в Абхазии, которая поражает не только своими размерами, но и природной красотой. Чеченская республика приняла участие во всероссийских командно-штабных учениях по отработке действий по ликвидации лесных пожаров. Кроме сотрудников МЧС, к мероприятию присоединились представители МВД и Росгвардии, Минздрава и Минприроды. Такие учения помогают проверить готовность к взаимодействию всех служб в экстренных случаях. Амина Тупилагова расскажет, как справились с заданием. Зимние холода остались позади, и природа взяла активный курс на лето. С первыми лучами солнца возникла необходимость отработки чрезвычайных ситуаций, которые могут быть спровоцированы как природными явлениями, так и человеческим фактором. В мероприятии принимают участие различные ведомства, такие как МЧС, МВД, Росгвардия, Минздрав, Минприроды и другие. На данный момент перед самими учениями им проводят инструктаж. За основу взята ситуация, в которой произошел лесной пожар. У каждой из перечисленных организаций в ней своя роль, но работают все сообща. Как только в Республиканский диспетчерский центр поступает сигнал о пожаре, на место незамедлительно выезжают сотрудники Чеченского лесопожарного центра на специальной технике. Есть специалисты, есть руководители тушения пожара и лесные пожарные. Вот они занимаются этим тушением пожаров. Если пожар где-то 0,5 га, туда уезжает 2-3 МЛПК и 1 автоцистерна. И трактор со сплугом, чтобы сделать минерализованную полосу. Если же площадь пожара занимает несколько гектаров и в нем оказались люди, подключается МЧС. Аэромобильная группа в первую очередь эвакуирует и доставляет пострадавших к каретам скорой помощи, которые заранее вызваны на случай необходимости. А затем с опрыскивателями и хлопушками отправляется на тушение. С самого начала параллельно работу по оцеплению территории ведут сотрудники МВД и Росгвардии. Кроме того, в рамках учений была проверена готовность пожарно-насосной станции, автомобиля, предназначенного для тушения крупных возгораний, когда требуется подача большого количества огнегасящих веществ. В ходе учений отработаны вопросы взаимодействия экстренных служб, включая порядок прохождения информации и реагирования на природные пожары. Все поставленные задачи выполнены. Мероприятие проводилось в рамках всероссийских командно-штабных учений на территории Урус-Мартановского района Чеченской Республики. Амина Тупилагова, Сайталиан Пукаев, Сайтамин Даутмирзаев. Вести, Чеченская Республика. Открытие фестиваля конкурса по формированию и оценке функциональной грамотности прошло в лингвистической школе имени Диширеева. Принять участие в мероприятии собрались 65 команд из общеобразовательных учреждений. Участников ожидает 3 конкурсных испытания: решение кейсов по направлениям, представление педагогической и управленческой практик, представление управленческой практики по организации формирования и оценки функциональной грамотности. Цели проведения фестиваля – расширение профессиональных компетенций, распространение успешного педагогического опыта, профессионального роста учителей и управленческих команд. Продлится он 2 дня. Поздравил участников с открытием фестиваля министр образования и науки Хошбау Дидааев. Функционально грамотный учитель есть успешный ученик. Это на самом деле так. Мы последние несколько лет в республике стараемся побольше внедрять, конечно, и по требованиям Минпросвещения, Рособорнадзора, вот мероприятия в части функциональной грамотности, но, к сожалению, до сих пор получается так, что не только учитель, но, наверное, где-то в случаях целая школа не совсем понимает само содержание так называемой этой функциональной грамотности. В чем его межпредметная, где-то метапредметная начинка и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что
команды, каждый из вас максимально для себя, для саморазвития, для собственного профессионализма, чтобы это можно было потом передавать ученику, его уже изучать и делать его успешным, по-настоящему успешным, что в первую очередь зависит от задач педагога, чтобы это получило соответствующий результат. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.